Жыл сайын дүйнө жүзүндө 20 октябрь күнү бүткүл дүйнө жүзү остеопороз менен күрөшүү күнү катары белгиленип келет. Ал эми Кыргызстанда дагы остеопороз ассоциациясынын президенти, жогорку даражадагы врач, ревматологду эфирге чакырганбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө кененирээк маалымат ала алынды. Лобанченко Ольга Валерьевна везде студиябызда, анда эфирибизде онтабыз. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое остеопороз? Вы знаете, ежегодно весь мир отмечает День борьбы с остеопорозом 20 октября. И, наверное, неспроста вы пригласили сегодня меня в эту студию, чтобы осветить эту тему. Остеопороз – это серьезная проблема. Всемирная организация здравоохранения назвала остеопороз безмолвной эпидемией 21 века. Безмолвной, потому что ничем он не проявляется. И до случившегося осложнения пациенты даже не подозревают, что у них есть остеопороз. Остеопороз, вы правильно задали вопрос, что же это такое? Это изменение структуры костной ткани. Кость становится рыхлой, она теряет плотность, она становится непрочной и подвергается различным изменениям, в частности, вот переломам. А у каких людей мы можем наблюдать такие явления? Да, остеопорозом может заболеть, конечно, любой, но чаще всего предрасположены к этому все-таки пожилые люди, особенно женщины, и особенно в определенный свой период жизни, то есть после наступления менопаузы. А также подвержены этому заболеванию люди, которые злоупотребляют курением, вообще курят, те, которые мало двигаются, те, которые неправильно питаются. Если говорить о питании, то те, кто игнорирует, например, молочные продукты, те продукты, где содержится много кальция, кто злоупотребляет, например, алкоголем, те, кто много очень потребляют газированных напитков, особенно колы, негативно влияет на костную ткань. И сейчас вот, многие вопросительным знаком остались. Вот я люблю выпить в компании, или там я курю, да, после работы, или там на 5 минутках. И как мне определить вот этот вот момент, я болен этим или нет? Как можем распознать, какие симптомы бывают? Ну, во-первых, конечно, если есть факторы риска, которые я перечислила, это уже большой вопрос, как вы сказали, восклицательный знак, стоит задуматься. Нужно упасть, да, сначала, чтобы проверить? Нет, падать, вы, конечно, можете упасть, но специально падать для того, чтобы проверить, будет ли у вас остеопоротический перелом или нет, не нужно. Нужно, значит, посмотреть, есть ли у вас симптомы. То есть, если вы начинаете терять рост, вы уменьшаетесь в росте, например, за год на 2 сантиметра и более, то, скорее всего, значит, кость припосаживается. Это уже один из признаков остеопороза. Если, например, у женщин появляются боковые складки на коже, на спине складки, это говорит о том, что не просто она поправилась и появились у нее эти складки, а дело в том, что позвоночник припосел, и кожа становится уже лишней, и поэтому образовались как тот костюм, который, если не по росту куплен, он будет собираться в складки. Могут появиться боли в костях, могут появиться боли в позвоночнике. И, конечно, если есть у родственников переломы, у мамы, у бабушки, у близких родственников переломы, то, конечно, это уже один из факторов, который может быть фактором, способствующим как подозрение о том, что у вас тоже может быть остеопороз. И, конечно, нужно обязательно обратиться к специалистам и провести исследование на остеопороз. А как мы можем защититься? Что мы должны делать? Как мы должны питаться? Да, если у вас есть подозрение, что вдруг у вас может развиться остеопороз, или вы просто хотите, так сказать, проверить свою костную ткань, то можно пройти обследование у специалиста, проверить индекс массы тела, определить уровень кальция в крови, определить уровень витамина D3. Тоже это очень важно, потому что именно витамин D3, он способствует усвоению кальция организмом.
И, конечно, пройти есть такое исследование, которое сканирует костную ткань и определяет минеральную плотность кости в единице объема. Этот метод называется остеоденситометрия. И у нас в Кыргызстане эти методики проводятся. Можно обратиться к специалисту и направят вас на это исследование. И если аппарат показывает, что действительно костная ткань у вас подвержена остеопорозу, то правильно вы задаете вопрос, как нужно себя обезопасить, что нужно делать. А в питании нужно ли придерживаться какого-то, не знаю, правила ограничения, чтобы вот предостеречь себя? Ну, ограничения мы уже с вами осветили этот вопрос, что нужно исключить алкоголь. Ну, по праздникам это, конечно, допустимо, это не злоупотребление. Остеопороз поймет. Да, остеопороз, значит, посмотрит, какую дозу вы употребляете по праздникам. А курение, конечно, желательно исключить. Даже малые дозы никотина и табачного дыма негативно влияют на костную ткань. А вот что касается питания, значит, нужно обогатить свой рацион молочными продуктами. Сейчас у нас многие игнорируют молочные продукты, а именно в молочных продуктах содержится больше всего кальция. Вот я заметила, когда пришла в вашу студию, у вас там на столе стоит тарелочка с кунжутом. Вот. Видимо, кто-то очень знает хорошо о полезности кунжута. Вот по одной чайной ложке кунжута тоже может обогатить наш пищевой рацион кальцием. Кроме того, это витамин D3, это рыбий жир. Значит, если мы употребляем в пищу рыбу, рыбий жир, то это даже тому кальцию, который у нас есть в пище, поможет усвоиться и поступить в костную ткань. Кроме значит, вот этих вот продуктов мы можем посоветовать, значит, мясные продукты, рыбные, вот, и, конечно, избегать, вот как я уже сказала, газированных напитков, особенно колы. Еще говорят то, что остеопороз бывает у людей, кто живет в холодных странах. Что насчет этого? Климат может ли повлиять? Да, да, совершенно верно. Существует такое мнение, что северные регионы, там, где мало солнца, люди, живущие в этих регионах, они больше подвержены остеопорозу. Ну, а у нас, так как почти 360 дней это солнечные дни, то люди не должны страдать остеопорозом, потому что под воздействием солнечных лучей в нашей коже синтезируется витамин D3. А именно витамин D3 способствует всасыванию и усвоению кальция. Но дело в том, что мы ведь не ходим с вами в купальниках и в плавках все 360 дней, подвергая свою кожу солнечным лучам. Мы одеваемся в закрытую одежду, особенно в южных регионах это закрытая одежда. Мы стараемся в тенечек пойти или под навес, мы сидим в офисах, машинах и так далее. То есть контакт с солнцем у нас не такой уже прям и стопроцентный. Поэтому по распространенности в Кыргызстане примерно та же тенденция, что и в мире. Это то есть каждая третья женщина после 45-50 лет страдает остеопорозом, и каждый пятый мужчина. Давайте подытожим тогда. Теперь, как себя защитить от остеопороза, и если уж мы заработали себе остеопороз, как лечить его? Да. Защитить действительно очень важная задача. Почему? Потому что остеопороз, мы уже говорим, безмолвная эпидемия. То есть он может ничем себя не проявлять, а вдруг практически, как говорится, на пустом месте человек может идти, споткнуться, опереться на руку, и случается остеопоротический перелом из-за того, что кость теряет свою прочность. То есть остеопороз может дебютировать, начаться именно с остеопоротического перелома. И самые опасные переломы – это переломы шейки бедра, переломы позвонков и переломы лучевой кости, запястья. Как обезопасить себя, как предупредить? Во-первых, если у ваших родственников уже были переломы, это первая ласточка, первый сигнал о том, что нужно обратить внимание. Нужно обследоваться, нужно пересмотреть свой рацион. И если недостаточно в вашем рационе продуктов, содержащих кальций, если недостаточно кальция, то, возможно, врач посоветует вам заместительную терапию, то есть употребление кальция, может быть, в каких-то других видах, лекарственных препаратах и так далее. Сейчас их очень большой спектр. Или специальные препараты, но это уже решает доктор в индивидуальной беседе. 20 октября будет ли какое-либо мероприятие и смогут ли посетить?
чтобы побольше узнать. Да, конечно, и в Кыргызстане, так как во всем мире, будет проводиться грандиозное мероприятие. Это суббота, завтра, в 12 часов дня. Мы приглашаем всех желающих, всех интересующихся проблемой остеопороза в Парк Победы. Это 10-й микрорайон, выше Южных ворот. С 12 часов до 15:30 будет проводиться мероприятие, посвященное Дню борьбы с остеопорозом. Там будут врачи, будут артисты, будут консультанты, будем показывать, что нужно делать, какие упражнения, как питаться. То есть всю информацию мы дадим завтра. И вместе с вами мы, думаю, победим остеопороз. Не зря этот день называется День борьбы с остеопорозом. А проводится именно в Парке Победы. Поэтому победим остеопороз точно. А по хронологии, сколько она будет длиться в общем? И там сколько времени нужно будет как минимум побыть, чтобы вот побольше вот полностью проинформироваться? Само мероприятие будет проходить с 12 дня до 15:30. Я думаю, что мы сможем за это время дать информацию пациентам про остеопороз, рассказать об этом, научить каким-то упражнениям, каким-то подсказать о каких-то особенностях питания, рассказать об обследовании и уже как-то направить пациента на путь к освобождению от остеопороза или хотя бы значит, у себя его исключить. И я думаю, что проведением Дня остеопороза мы не закончим работу с этой проблемой. У нас каждая последняя суббота месяца проводится школа. Это День открытых дверей. Наша ассоциация проводит, ассоциация по борьбе с остеопорозом, проводит День открытых дверей, где мы рассказываем пациентам обо всех, на все интересующие их вопросы отвечаем, касающиеся не только остеопороза, но и заболеваний суставов. Пока в Кыргызстане есть такие специалисты, как вы, я верю, что мы не будем болеть. Если даже заболеем, мы сможем победить. Спасибо большое. Спасибо вам большое. И я желаю нашим слушателям, нашим телезрителям здоровых костей, крепкого скелета. Очень нестандартно слышать, как бы не привыкли к этому. Обычно говорят добрый день, хорошего, не болейте, да? Здоровых костей. Спасибо вам огромное. На самом деле мы очень рады видеть президента ассоциации остеопороза. Такая добрая, такая великодушная, что все комплименты в ваш адрес. Спасибо, что Спасибо вам большое. Пришли и проинформировали нас и всех кыргызстанцев заодно. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дал ушундай темада бүгүн сүйлөштүк. Остеопороз менен чубакта ооруңуздар. Эгер бул тууралуу көбүрөөк маалымат билгиңиз келсе, анда эртең 20 октябрь келип, билип, бул тууралуу көбүрөөк маалымат алып кетсеңиздер болот. Бизде студиябызда остеопороз ассоциациясынын президенти Лобанченко Ольга Валерьевна студиябызда болду. Анда эфирибизди улантабыз.